Сегодня мы говорим об истинто. Это продукт с определенной толщиной, полностью натуральный, только известь, мрамор и камни. Этот продукт позволяет нам выполнять различные виды обработки и получать разный рельеф. Сегодня посмотрим особое применение для выполнения изголовья кровати. Естественно, все начинается с первого слоя, так называемого примуса. После того, как грунтовка высохла, можем начинать наносить истинто. Я выбрал оттенок из таблицы КФ в варианте 4. Можем начинать. То, что мы делаем при нанесении первого слоя, мы назвали изношенным камнем. Это эффект, создающий впечатление камня, который находился там много времени, поэтому некоторые зоны гладкие, а некоторые изношенные. Для получения этого эффекта сейчас мы должны пройтись зубчатым шпателем, перекрестным движением. Сейчас опять начинаем отсюда. Приближаемся с наслаиванием, а потом, как всегда, с зубчатым шпателем проходим по стыку. Таким образом, проблем со стыками не возникает. Расход для такого нанесения всегда 1,5 килограмма на метр квадратный или 2 килограмма на метр квадратный, если стена неравномерная. Дам вам один маленький совет для предусмотрительности, который всегда надо соблюдать. Когда наносим продукт, никогда не надо начинать рядом, чтобы потом наслаивать, потому что будет образовываться слишком много материала. Надо всегда начинать издалека, чтобы потом затушевать в той части, где продукт был уже нанесен. Покажем вам, как это сделать. Продукт сохнет. Мы это видим по более светлым и более темным пятнам. Это момент для прессования, потому что мы хотим получить эффект немного гладкой и немного изношенной поверхности, типичный для пожившего во времени камня. Qui l'abbiamo compattato e già tutte le creste, chiamiamole così, sono state schiacciate. Здесь уже все спрессовано и сглажено.
e farlo diventare come una lastra. Сейчас мы можем сделать его еще более гладким, как плита. Мы это делаем, сдавливая еще сильнее, и он становится очень гладким. Tiriamo perfettamente liscio e lucido. Ecco, la parete adesso praticamente è bella compattata, lucida, quasi lucida. Теперь стена очень плотная, почти глянцевая. Ее можно было бы отделать слоем воска или джоя. Gioia ed è finita. Ma noi vogliamo fare la... Но мы хотим создать изголовье кровати. Нарисуем изголовье и нанесем слой полированного камня. E daremo una mano di pietra levigata. Изголовье нарисовано. Можем нанести слой истинто для эффекта полированного камня. Впоследствии мы сможем увидеть здесь разницу между полированным камнем и изношенным камнем. Наше изголовье готово для прессования, когда мы увидим вот эти более светлые пятна, которые свидетельствуют о том, что продукт сохнет. Ecco, sono passati 10 minuti. Adesso è il momento, se vogliamo... Прошло 10 минут. Если мы хотим получить действительно глянцевый эффект, наступил момент, чтобы прессовать с большей силой. Direi che qui ci sta. Итак, можем начинать. Eccoci qua. La parete è bellissima con... Стена очень красивая. С изношенным камнем создается ощущение древности. В этой части будет кровать, где мы реализовали полированный камень. con pietra levigata. Ovviamente ogni... Естественно, каждый вариант зависит от творческой идеи того, кто работает, как в отношении цвета, так и в плане размеров. nelle dimensioni. Сейчас остается только завершить ее нанесением слоя воска. Когда он высохнет, можем отполировать тряпочкой. Bellissimo questo tocco. Как превосходна эта поверхность, которая здесь превращается в изношенный камень.
очень утонченно. Оттенок на оттенке. Molto rassicurante questa situazione. Poi lascia Эта обработка дает пространство творчеству, потому что здесь мы выполнили изголовье кровати, но это может быть и что-нибудь другое. Любой оттенок нашего каталога может использоваться. usabile con il nostro catalogo. Все зависит от вас и от вашего желания творить. Поэтому следуйте своему инстинкту. И спасибо.